gen valsı vezi şunu bir iş kolyor çideytat xidatsen. Hava moda çıktı. سواء صوتي أشخان حنا نجعوز ديات سو حدواج خوشيز عن تاكل مع حدواج. Очередную тревогу в связи с отсутствием воды бьют жители города Назрань, проживающие за Алхачурским каналом. Не имея возможности элементарно умыться, приготовить пищу, полить огород и справиться с прочими бытовыми нуждами, для многих стало настоящим испытанием. Жители рассказывают, что порой приходится закупать воду у участников или в магазинах, а это заметно бьет по карману, учитывая, что использовать воду приходится постоянно. Ведрами таскаем, где есть, где капельки набираем, где что есть, подбираем. В данное время ситуация такая. Ну, эту проблему надо решить как-то. Мы можем потерпеть, но сутки, 2 сутки, ну не неделю же, не 2 недели же. Без воды не могут люди сидеть. И такая картина наблюдается по всему городу. Чтобы понять, в чем причина такого негодования местных жителей, мы приехали на улицу Тихая, расположенную недалеко от федеральной трассы. И здесь, как оказалось, не так уж и тихо. Уже вторые сутки на месте работает бригада рабочих из Ингушводоканала, пытаясь устранить порыв, который произошел на отрезке центрального водопровода Магас-Альтиева протяженностью 8 километров. Чтобы избежать затопления близлежащих домов, подачу воды тут же остановили и теперь готовятся к пайке пластиковой трубы. Купили муфты, трубу купили, все мы подготовили, аппарат, все стоит вон, чтобы сделать пайку, ставить ставку, которую порванная труба, убрали, отрезали. Сейчас мы ждем, пока вода стечет оттуда. Непосредственное участие в устранении этой проблемы принимают и местные власти. Мэр Назрани Урусхан Евлоев неоднократно посещал это место и держит ситуацию на личном контроле, заявил замглавы администрации города Муса Харсиев. Также, по его словам, по мере необходимости производится частный подвоз воды к жителям. Подвоз воды идет в ручном режиме путем транспорта по ЖКХ. Мы пока обходимся. Мы предоставили воду в нескольких детских садов, где была заявка. Вот заявку подают, мы туда тут же воду подвозим. У нас на это силы, средства есть, МУП по ЖКХ, и мы справляемся в этом отношении. За время, что идут ремонтные работы, региональный водоканал принял решение не откладывать проблему в долгий ящик и установить на водозаборной станции Вальтиева современный и мощный насос. По плану это позволит значительно увеличить давление в трубах. Технические характеристики нового насоса в разы превосходят своего предшественника. В сутки он способен непрерывно подавать до 300 тысяч кубов воды в час и создавать давление для поднятия воды в гору на 240 метров. Стоимость оборудования доходит до $500 000 рублей. И в дальнейшем здесь планируют установить еще 2 гидронасоса. Устранить болезненную проблему горожан обещает до конца суток. Для этого собираются привлечь еще несколько специалистов, и есть надежда, что местным жителям больше не придется переживать из-за нехватки живительной влаги в своих домах. Михаил Тангиев, Асхаб Билакиев, Новости 24.